Клубу веселых и находчивых в этом году исполнилось 55 лет. 3 декабря республиканское движение КВН проводило юбилейный кубок. Участвовали команды школ Кызыла и гости столицы, КВНщики Супака. В юморе состязались опытные участники и те, кто вышел на сцену впервые. Традиционно ребята веселились, много пели и шутили. Опа, на телефончик. Это же мой любимый телефон! Если любишь, отпусти. В прошедшей игре организаторы решили не включать финальный музыкальный конкурс, а ограничиться приветствием и разминкой. Но и этого хватило, чтобы понять, что в клуб веселых и находчивых приходят не случайно. Все команды показали достойную игру. Играем в КВН уже целую жизнь. И эта жизнь нам нравится. Скоро в КВН будет играть весь мир. Границы России нигде не заканчиваются. Вообще КВН – это великая игра. Если зайти в любой вуз России и спросить, какая самая популярная игра, пожалуй, ответ будет один – КВН. Эта игра была началом сезона, пожалуй, команды представляли друг друга, это была некая проба пера. На игре не только веселились и шутили. Любителям КВН предложили внести лепту в строительство статуи Будды на горе Даге. Для этого была установлена урна по сбору пожертвований. Все люди на этой земле говорят о одном языке, о одном религии. Это называется юмор, это смех, это радость. И поэтому это очень позитивно сказывается на всех людей, на весь мир и на всю планету. Лидером и обладателем кубка стала команда первой школы города Кызыла на грани. Следующий уже музыкальный кубок состоится в феврале 2017 года. В нем на участие заявлено уже 7 команд. Арес Мангуш, Буян Аюн, Игорь Стародумов. Новый век.